Ассалам алейкум, добрый вечер, приветствую всех. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити. Сегодня 7 мая 2021 года, время 21:32 по Берлину, соответственно 22:32 по Джахару. Машдовар Шадырша. Приветствую вас, друзья. Так, Хамзат Гилаев, Машвойль, алейкум салам. Немо 77, Алекс, Маждада, Секрет Тромптер, Ури, всех привет. Исаак Шмулевич, Анзор Дудукуев, Шавега Машвоэль, Хамзат Типаев, алейкум ассалам, Машдовар Шадыша. Guten Abend, Аслан говорит. Мойн, как говорят в Гамбурге, Мойн. Guten Abend. Hello for USA, Паша Хантер. Hello, Паша. Приветствую тебя. Так. Аслан Лор, салам алейкум. Алейкум салам. Шавега Машвоэль. Владимир Рабинович, всем салам. Шалом, Владимир, приветствую. Нохчи, ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Нохчи Машвоэль. Шавега Машвоэль. Вежери. Ижери, братья и сестры, друзья. Сегодня хочу обсудить тему, связанную с гибелью Ахмада Кадырова. Ахмад Кадыров, через 2 дня будет годовщина гибели, уничтожения Ахмада Кадырова. И хотел бы с вами обсудить эту тему. Хусейн Исханов, Машвоэль, ассаламу алейкум, алейкум салам, Хусейн Машвоэль. Так, кто здесь мне? Салауди Саидов. Гейтс Диан. Данке, гуд. Как найти? Ассаламу алейкум, ассалам. Всем приветствую наших друзей. Алейкум салам. Как найти Машвоэль? Так. Хочу с вами обсудить сегодняшнюю основная тема, которая будет у нас. Это уничтожение на 9 мая, День Победы Ахмада Кадырова. Но перед тем, как начать обсуждать это, я хотел бы вам сообщить по поводу того, что мой канал на неделю был забанен. Из-за этого я не мог выходить в эфир, так как на видео, которое я выложил последним или предпоследним, последним оно было выложено, через 17 минут мой канал был забанен. Когда я пишу жалобы, обжалую какие-нибудь там вещи, даже если на мой канал, с моего канала берутся видео, и я по этому поводу протестую, Ютубу приходится где-то сутки где-то разбираться, прав я или нет. Мой же канал через 17 минут, как я выложил про агента Тузика видео, был забанен. Что также подтверждает, что они контролируют весь мой трафик, смотрят и сразу же массово пишут жалобы, потому что 1-2 жалоб недостаточно, чтобы канал за 17 минут как выложил видео. Но на этом, конечно, мы не остановимся. Как уж на сковороде, конечно, эти агенты будут врать, изгаляться, выкручиваться, мы будем их разоблачать. Вне зависимости, даже если этот канал заблокируют, у нас есть другие каналы, мы будем открывать другие каналы. И мы будем разоблачать для того, чтобы все знали, кто это такие, кто эти люди. И никто и ничего не сможет нам помешать в этом. Никто и ничего. Поэтому все потуги они могут оставить. Будем дальше разоблачать. Будет большое разоблачение агента Тузика, сказочника из Швеции. Будем дальше в этом же духе продолжать.
и вы все узнаете. Все, кто мало-мальски этим интересуется, и так уже все прекрасно все знают. И несмотря на это, есть еще кто требует ваши доказательства. Будем ваши доказательства предоставлять. А теперь перейдем к основной нашей теме. Хусейн Исханов, 9 мая, особый день в сознании россиянцев. Да, совершенно верно. Это такое победобесие, которое они пытаются сейчас. Это единственное, по-моему, это единственная скрепа. Атомная бомба и победа во Второй мировой войне, которую сами же они развязали. Ни для кого не секрет, что Вторую мировую войну вместе с Гитлером Сталин развязывал. И такие дружеские отношения всегда были между немцами и советскими фашистами. Теперь уже и с демократическими фашистами немцы заигрывают. Ну, сейчас, конечно, уже времена не те, немцы уже не те, далеко не те. Поэтому не так легко им все это удается, как бы им хотелось. Пойдемте дальше. Босс Хуга. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, босс. Хуга. Будешь проезжать Ахен, заезжай поесть, звони, будем рады тебе помочь. Александр Исуэль. Баркал. Месяц Рамадан, еда очень актуальна. Весь день думаешь, что будешь есть все. Так. Ну, город лучше не называть, босс Хуга. Рамзан Кадыров, секрет Румпер. Рамзан Кадыров убил своего отца, говорит секрет Румпер. Есть такая версия. Есть версия, что Кадыров, Рамзан, убил своего отца. Вторая версия есть, что Путин убил его. И третья версия, она не так сильно поддерживается, что его убили военные и ямадаевцы, которых он турнул, грубо говоря, когда уже стал главой администрации. Это моя версия. Ее никто не поддержит, она мне самому не нравится. Но она просто вытекает из этого. Мне больше нравится, что Путин взорвал, потому что Кадыров не мог, Рамзан не мог своего отца взорвать, потому что, он тогда был вообще никто, да, там рядом с отцом только ходил. Поэтому большой вероятностью можно сказать, что все-таки по приказу Путина был ликвидирован Ахмад Кадыров. Но мы еще забываем еще одного человека. Это Николай Патрушев, который возглавлял РОШ, который на сегодняшний день является самой такой весомой фигурой в российском фашистском режиме. И он тоже мог быть причастен к этому, так как Кадыров был лоялен только Путину, Ахмад Кадыров был лоялен только Путину, и поэтому была вероятность, что это могли сделать. Ну, давайте обсуждать. Я хочу эту тему сегодня обсудить. Так, буду читать ваши комментарии, и там уже будет видно. Так, ваши гипотезы, ваши версии, они мне интересны, давайте их обсуждать. Будем их отвергать, соглашаться, будем обсуждать, дискутировать, короче говоря. Так, Маждада Хавиан, алейкум ассалам, Маждада, доброго вечера всем, говорит Маждада. Так, Хамзат Ипаев, Машуоль, алейкум салам, Ассерга Абдулмалик Нахчуй, алейкум салам, Абдулмалик Нахчуй. Бислам билты аслахат цер мичеру, соцер котелюштеру, тайпа нашхову, муцарюштер, мазарховуса. Так, секрет Трамптер, Абдулмалик, алейкум ассалам, Лексус, Штресс, Абдулмалик, алейкум ассалам. Так, пойдемте дальше. Так. Они пытались его продать Эмлошан. Анзор Дудукую. Кадырова Амада продать Эмлошан хотели, да? Кто хотел продать? Поясняй, потому что я иногда не вижу ваши все комментарии, поэтому могу пропускать. Так.
Владимир Рабинович, там без чисток не обошлось, там очень умно было сделано, а главное на длительное время. Так, как найти? Аслан, ты хочешь сказать, что военные без ведома Путина пытались его завалить? А, да, приблизительно, да. Не совсем, конечно, так, но да, смотрите, есть версия. Версия, что военные, куда входили братья Ямадаевы, исполнители могли быть они, согласие могли они получить там от каких-нибудь командующих, или же от командующих мы знаем, что они трусливые, и их генералы шага не сделают. Ты в этом прав. Ну, есть такая, смотрите, была такая организация, ну, банда, которая нас оккупировала, РОШ называлась, региональный оперативный штаб. Помните, Шабалкин такой был, пресс-секретарь вот этого РОШ. Очень сильно врал. И был и Есторжемский. Сейчас такой весь цивильный человек, здесь в Европе бывает, Есторжемский ездит там на сафари в Африку. Короче, жизнь удалась у Истержемского. Правда, и Истержемскому, и Шабалкину, и всем остальным пропагандонам придется отвечать перед чеченским народом. Рано или поздно. Скорее всего, рано. Так вот, вот этот РОШ возглавлял Патрушев. В этот РОШ входили люди, которые занимали посты заместителей министров. Заместитель министра нападения России, заместитель директора ФСБ, заместитель 1-2 могли они туда входить. Заместитель, у меня есть список всех вот этих людей, кстати говоря, написанный очень давно уже, сейчас не помню, когда, трибунал по Чечне называется. Не мной написан, поэтому есть там все фамилии, все имеется. Короче говоря, вот эти замы непосредственно творили вот всю вот эту войну, вот этот геноцид на территории нашей страны. Конечно же, Путин, спросим, мог ли Путин, да, это сделать? Конечно, мог это Путин сделать, вообще без проблем. Но потом, как события развивались, после того, как убили Ахмада Кадырова, братья Ямадаевы, вообще как было, братья Ямадаевы, Маулади Атлангири, Маулади Байсаров, у него был брат Ширвани Байсаров, Ширвани, по-моему, его звали, Сулим и Руслан Ямадаевы и Ахмад Кадыров были на Коране поклявшиеся друзья. Потом, когда убили Ахмада Кадырова, Ямадаевы наехали на Кадырова, Рамзана уже, на младшего. Наехали и сказали, ты кто такой? Мы друзья твоего отца, мы с ним поклявшиеся на Коране. Что типа не ты должен становиться, типа откажись. Вот такой был. Помните вот этот конфликт с Бадиком Ямадаевым и Рамзаном Кадыровым? Там мы видели только часть, где видео есть, где они встречаются, Рамзан, он разговаривает с этим Бадиком Кадыровым и так далее. На самом деле там говорят, ну, есть еще продолжение этого, вернее, начало этому. Бадик засунул пистолет в рот Кадырову Рамзану и начал там его материть и оскорблять. И Кадыров, как мне рассказывали, Кадыров, Рамзан типа совсем соглашался, они разошлись, и потом всю свою охрану, все войска направил на Ямадаевых и их загасили. И потом был такой Рудник Дудаев, генерал ФСБ, чеченец, как бы чеченец, который погиб у себя в Кунге.
где-то на территории Ханкалы. Его кунг, вот этот вагончик, в котором он там проживал, он сгорел. Он погиб в этом кунге, а снаружи кунг был подперт и закрыт. Дверь и как бы спалили. Такая же участь послужила доверенного человеку, постигла такая же участь доверенного близкого человека Николая Патрушева, Маулади Атлангириева, по-другому его называют Руслан Атлангириев, это такой КГБшный бандит, который орудовал в России, в Москве в частности, которого из ресторана «Каретный двор» в Москве закинули в багажник, вывезли в Чечню, долго пытали и после этого убили. И все, его тело так и не нашли. Много разных вещей я про это слышал, как его пытали, очень жестоко, говорят, его пытали и так далее. Потом два брата, Руслан и Сулим Ямадаевы, которые являлись героями фашистской России, были также убиты, и их убийцам ничего за это не было. Значит, была санкция самого верха. И кто-то же не возмутился, да, никто ничего не сказал. Атлангириев, Маулади Руслан Атлангириев, гулял на свадьбе сына, по-моему, Патрушева. У него был наградной пистолет от Патрушева. Был очень доверенным человеком Патрушева. Патрушев не возмутился, когда Атлангириев потеряли. Вывезли и сразу не убили, долго пытали его. Потом убили Ямадаевых. Ямадаевых одного убили в Дубае, одного в Москве. Того, кого убили в Дубае, был задержан киллер Кадырова, который был послан убить его. Но по соответствии с шариатом, если ближайший родственник прощает убийцу, то суд обязан отпустить этого человека. И Иса Ямадаев, один из братьев, пока еще живой который, Иса Ямадаев, он простил убийцу, Ямадаева простили, официально простили, и этот киллер был отпущен. Адам Демельханов, который передавал золотой пистолет, позолоченный пистолет, из которого убили Сулима Ямадаева, был объявлен в розыск международный по линии Интерпола. Оттуда его сняли с этого, так как дело закрыто, и все. И Дубай, Арабские Эмираты отозвали свой запрос в международный розыск, и он был освобожден. Вот эти вещи, которые, они меня наталкивают на мысль, что все-таки это мог быть не Путин, лично что Путин, так как Путин очень рассчитывал и делал ставку, и давно вел к этому, что вот его человек будет управлять Чеченией. Кем являлся Кадыров Ахмад. Путин сам говорил, что Кадыров Ахмад к нему сам пришел, он на него положился, и вот такая вот тема была. Другая версия, которая говорит, что это Путин убил, чтобы Рамзаном было легче управлять. Это тоже версия очень убедительная. Кроме того, что Рамзан необразованный дурачок, и им управлять легко, и он 100% доверился Путину, больше особо доказательств этому нет. Ну и, конечно же, то, что Путин способен на это. Конечно, Путин на это способен. Однозначно, 100%. И вот, если есть еще какие-либо доказательства того, что это непосредственно Путин сделал, меня устраивает эта версия. Я много раз говорил, и я согласен с этой. Свою версию, которую я разрабатывал, там, думал о ней, я готов от нее отказаться, так как мне эта версия больше нравится, так как та подлость, та невероятное вероломство, которое совершил Ахмад Кадыров и вообще фамилия Кадыровых,
которое совершила по отношению к чеченскому народу, к своим товарищам. Да, в первую очередь они были товарищи Аслана Масхадова, Басаева, Удугова, других людей он был. Эта подлость, которую он совершил, это откровенное предательство, переход на сторону врага, конечно же, допускает то, что эти люди, отец и сын, могли быть замешаны, или даже Рамзан знает, допустим, сам он этого не делал, допустим, но знает, что это сделал Путин, но он все равно клянется в вассальстве к Путину, так как на это они способны. Прямо можно об этом утверждать. Как в его любимом фильме, который он смотрит, Эртугул, по-моему, он называется. В этом фильме тоже в Османской империи сын убивал отца, братьев там, и так далее, чтобы захватить власть. Поэтому могут ли они? 100% могут. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Сделал ли это? Это уже не знаю. Скорее всего, Кадыров к этому не причастен. Причастен или Путин, или Патрушев. А вот как это все развивалось, давайте обсуждать. Так. Если никто не взял ответственность, значит чекистский почерк, говорит Владимир Рабинович. Абсолютно согласен. И в этом вообще нет ни малейшего сомнения. Что это сделали русские, ямадаевцы это, патрушевцы, путинцы это сделали. Ни Путин, ни Патрушев лично этого не делали, мы это знаем. У них есть алиби, по крайней мере, у Путина, он тогда в Москве находился. И так они на такое сами не пойдут, когда есть много исполнителей. То, что сделали русские, а не наши. И еще одна вещь. Басаев взял на себя эту ответственность. Вот ты говоришь, не взял. Да, он взял. Но он это взял как-то не по-настоящему. Не похоже это было. Я вообще никогда не ловил Басаева на лжи. Никто вообще его не ловил на лжи. По крайней мере, публично, чтобы можно было ему предъявить. Да, ЛДР, Алвойле. Но в этот раз, когда он говорил, что там заплатил каким-то своим партизанам, это могла быть уловка для того, чтобы выгородить. Вдруг вокруг Ахмада тогда еще мало что было известно, когда Басаев об этом говорил, об убийстве Кадырова, было мало что известно. И тогда это могло было быть сделано для того, чтобы вывести из-под удара окружение, кто мог это совершить, так как это могли быть потенциальные союзники Басаева и нашей стороны, раз они уничтожают Кадырова. И во-вторых, даже если не так, они не союзники, имеются в виду эти убийцы, а такие же враги нам, то это могло быть сделано для того, чтобы поднять свой рейтинг и запутать следствие, чтобы нанести максимальный урон врагу. Но мне кажется, это было не самое верное действие. Надо было от этого отказываться, потому что я практически 100% убежден, что тогда Басаев, это была дезинформация, которую он использовал. Поэтому и она, мне кажется, была во вред. Пускай это оставалось на совести русских. Сами поставили, сами убили. Неважно, Путин это, Патрушев или там кто-либо другой. Вот такая вот версия. Потом был еще Маулади, тот третий человек, Ширвани Байсаров, который брат Маулади Байсарова. Ширвани, да, если напишите, если я, может, ошибаюсь. Они были, поклявшись на Коране, друзья. Кадыров, Ямадаевы и вот эти Байсаровы. Байсарова тоже убили. В центре, на Ленинском проспекте Байсарова убили. Адама Демельханова люди там это делали. Короче говоря, вот все люди, которые были в команде Кадырова, они были ликвидированы. Именно после гибели Ахмада Кадырова.
Почему Ахмад Кадыров, они так ополчились, да? Что плохого в том, что мы вот товарищи, кто-то из нас становится, добивается вот этой вершины, и почему бы вместе не грабить, да, эту республику, этот бедный народ. Но я слышал, вот почему я склонен к тому, что они поссорились, считать, что склонен к той версии, что они поссорились. Когда Кадырова назначили главой администрации, он вернулся в Ичкерию и был у себя в администрации, в здании, исполняющий обязанности он был назначен тогда. И к нему приехали Емадаев и, по-моему, Атлангириев, если я не ошибаюсь. Емадаев и, по-моему, Атлангириев, вот этот, который друг Патрушева. И внизу, когда, это я слышал еще тогда, когда это произошло, это был, может, год после его уничтожения. Или сразу же это было, я не помню, давно это было, что когда они пришли, они охране сказали, мы подъехали, хотим пройти. Тот по рации сказал Кадырову Ахмаду, давай, короче, приехали Ямадаев и Атлангириев. И Кадыров Ахмад, говорят, сказал, пусть подождут. После этой фразы те поняли, что все, им больше ничего не светит, что от них отказались. Они развернулись и уехали. Через какое-то время, уже 9 мая, он был убит, Ахмад Кадыров. Поэтому давайте будем это обсуждать. И я опять склоняюсь к своей версии, потому что она мне кажется логичнее. И давайте обсуждать. Асна, если у тебя какая-то инфа по этой теме, не томи, давай говори. Говорю, потихонечку говорю. Миша Геленджик. Ассаламу алейкум. Алейкум салам, Миша, приветствую тебя. Так, я чуть-чуть перемотал, так что свои вопросы, друзья, повторите. И свои вот эти свои тезисы, какие у вас там есть, какие версии у вас есть. Так. Неуловимый Джо, ассаламу алейкум, алейкум салам, неуловимый Джо, машволь. Все убийцы Кафыровы живы, и им все по барабану. Альпес Монтибус, Асан, как ты думаешь, Кадыров Ахмад был лучше, чем его сын Рамзан? Я не думаю, что он был лучше. Я думаю, что они одного поля ягода. Нет, никоим. Какая разница? Там, одного человека ты предал или там 100 человек ты предал. Какая разница, одного ты человека убил, которого ты доверял тебе, невинного человека убил, или 100 ты убил. В принципе, одно и то же. И я думаю, что Кадыров Ахмад был более умный, вот что я считаю, чем Рамзан Кадыров. Рамзан Кадыров даже после стольких лет во власти, он не такой умный, как его отец. Говорят, Зелим Кадыров был более смышленный. А Рамзан такой, чуть-чуть с отсталой речью, как-то такой, немного, не хочу даунов обижать, такой немножко отстает он развитие, мне кажется, до сих пор даже, несмотря на то, что вот он уже столько лет, опыт имеет, да, самому уже 44 года, и очень опытный. При всем при этом Кадыров Ахмад был в этом плане, мне кажется, более смышленный. И в этом плане, что, может быть, Кадыров Ахмад думал бы о завтрашнем дне и не так издевался бы над своим народом. Может быть. Не из-за того, что он хороший, а из-за того, что у него есть чуть-чуть мозги, и он должен думать. А эти, просто смертники, просто тупые исполнители, которым терять нечего. Вернее, им есть что терять, и они очень не хотят это терять, и сделают все возможное, чтобы не терять, но при всем при этом
они послушные исполнители. Так, как найти? Кремлю заранее нужно было, так сказать, грязные руки, чтобы творить злодеяния, и на эти грязные руки сваливать свои грехи. А Кадыров-старший вряд ли пошел на это. Вот и сделали ставку на Рамзана. Да, есть такая версия, но скажем так, давай так. Ведь Кадыров Ахмад ведь тоже убивал бы людей. И да, он убивал, он же, Кадыров, Рамзан не сразу же пришел. Ведь много, есть здесь видео, где он прям говорит, и Хамбиева, и Масхадова уже давно убили бы, если бы типа центр не мешал бы. Он сам говорит. И сами не заканчивают. Он говорит, я вам покажу это видео. Он сам говорит, и центр, типа здесь на местах военные не дают мне решить. Сами не решают. И мне не дают решить. Они убивали людей. И нет разницы, одного или 10 они убили, опять же. Поэтому Кадыров Ахмад вел бы себя, мне кажется, более последовательно, более дальновидно он вел бы себя, мне кажется. Ну, так, не знаю. Давайте еще тогда версии. Наши выявляются уже в детстве, но не все. Чингисхан говорит. Исаак Шмулевич, лично мое мнение, я не хотел бы демонизировать Ахмада Кадырова, как рисуют его многие. Демон его сын Рамзан Кадыров. Мне кажется, не мог вырасти нормальным человеком, там и не то. Знаете, как у нас говорят, да? Вот у немцев говорят муташпраха, материнский язык. У нас тоже говорят нейнмот, чеченский язык. Материнский язык, нейнмот. Там это из семьи идет. Если человек подлец, то с 99% вероятностью и отец, и мать подлец. Кадыров Ахмад показал, что он подлец. Да? Мы могли бы гадать, что Ахмад не подлец, если бы он умер бы раньше, и Кадыров стал бы предателем. Кадыров Ахмад показал, что он подлец. Он перешел, он предал Аслана Масхадова, который 100% ему доверял, который там, не знаю, очень сильно доверял. Он предал народ, он предал тех людей, которых он на войну посылал. Ведь много людей погибло, когда они посылали на войну. И именно Кадыров Ахмад говорил, не прячьтесь за юбками свою жену, уходите, сражайтесь. Так откровенно на войну нас никто не призывал. Мало кто призывал. Не прячьтесь. Сейчас они нам рассказывают, что кто-то там призывал на войну, что вот там это. Это именно Кадыров Ахмад делал. И он такой же мерзавец и такой же подонок, как Рамзан Кадыров. Сейчас он умер, о нем не будем так говорить много, но оскорбять его. Аллах ему уже воздаст за все. Но и отец, и мать, это все воспитание идет. Если это можно сделать, если у вас это заложено, если у вас совесть не будет потом всю жизнь мучить, ведь много-много тысяч людей ушло в землю, не соглашаясь, да, на эти условия, попадая в плен, погибая от холода, голода, ран в горах, не соглашаясь идти на уступки. Это говорит о том, что их мамы и папы, их воспитывали достойными людьми. А вот Кадыров Ахмад воспитал такого же, как и он сам. Поэтому разницы особой нет. Да, Рамзан Кадыров, мне кажется, еще садист ко всему. Ему это нравится. Может, Кадырову Ахмаду это не нравится, а Кадырову Рамзану это нравится, мне кажется. Потому что нельзя то, что они творят, творить и оставаться, не знаю, приходить домой, там, разговаривать с мамой, там, обнимать маму, там, с детьми там играться. Это что это такое? Вот так убивать людей. Причем вчера вместе всех знали. Ладно, приехал бы откуда-то с Луны, свалился бы. Ведь все же соратники, все же вместе были. Вот такая вот тема.
Так, ночь. Если учитывать становление Путина одновременно с сериями политических убийств того времени, складывается логическая цепочка об убийстве Кадырова, указывающая на Путина и ФСБ. Это я не отрицаю, ночью. Это я в этом согласен, потому что способен ли он был, делал ли он это, без сомнения. Он способен и делал это. Но везде там же, смотрите, везде, где есть Путин, где есть эти теракты, убийства, везде есть Патрушев. Взрывы домов в 99 году, это был Сахар, это Патрушев говорит. Это говорит о том, что это его тема, и он ее прикрывает, он ее спасает, эту ситуацию. Поэтому, может быть, был Путин, а может быть, был Патрушев. Могли они это вместе делать, а могли сделать и раздельно. Да, тот же Патрушев, возглавляющий Рош, мог сказать, хотя вот мою версию никто не поддерживает. Опять же, я говорю, и я не настаиваю на ней, потому что я просто хочу честно разобраться. А то, что версия, что это сделал Путин, и Кадыров Рамзан знает, что это сделал Путин, она мне больше всего нравится. Потому что она больше всего в позоре оставит Кадырова Рамзана в истории. Что вот даже сейчас уже, даже если это уже не сделал Патрушев, это сделали русские, в любом случае это сделали русские. Человек, который служил им, они его убили. Из-за власти убили или еще чего-то. Но Кадыров Ахмад или кто-либо другой, и Кадыров Рамзан, если это будет, это не первый и не последний, кого они, своих людей, мочат. В любом случае, как бы что бы там ни происходило, Кадыров Рамзан, останется в истории тем, что он не просто предал свой народ, своих соратников, идею независимости там, и так далее, а это тем, который служил тому, кто убил его отца. Без сомнения, эта версия в истории останется. Даже если будет стопроцентное расследование, об этом все расскажут и так далее, все равно эта версия останется уже, потому что чеченцы в это верят. И я тоже эту версию не исключаю. Она имеет место, и я в нее тоже верю. Просто меньше процента я в нее верю, чем другую. Так, если ты опоздал с нашими сообщениями, лучше ты перемотай на конец, и люди сами повторяют свой вопрос. Так правильнее, на мой взгляд. Давай так и сделаем. Так, секрет Трампа. Как ты думаешь, почему Басаев взял ответственность на себя за убийство Ахмада Кадырова? Я только что говорил об этом. Что, во-первых, он мог это сказать для того, чтобы попробовать вывести из-под удара того, кто это сделал. Так как он мог быть потенциальным союзником нашим, да, там, болеющим за нас и против предателя Кадырова. Потом это могла быть поднятие своего авторитета Басаева, сказав, что мои люди это могут сделать, тем самым вводя в заблуждение следствие. Вот мне кажется, вот это две основные причины. Самая основная, мне кажется, это то, что он хотел поднять свой рейтинг там, и сказать, показать себя всемогущим, всемогущим. Может быть, поэтому. Но я не верю в эту версию, что это сделали кто-то из нас, потому что это просто физически было, мне кажется, невозможно. Так, я перемотал, друзья, поэтому извиняйте. Как найти? Если по твоей версии, то Патрушев хотел поставить своего человека на главу Чечни. Абсолютно верно. Именно так. Ямадаевы, вот смотрите, непосредственно все это творил Рош у нас дома. В в Рош входили замминистра обороны, как я сейчас говорил, министры МВД там, и так далее, вот эти. И непосредственно, кто совершал эти преступления, они имели власть даже больше, и даже в России, не просто на территории Чечни. У них были особые полномочия,
эти люди, которые совершали эти там особые спецгруппы, там я помню в Москву там где-то там приехали, где-то там сидели, в ресторане где-то сидишь, там, ну, слухи, там, разговоры, война же идет, там, обсуждается, там, какая-то группа, там, и русские группы, и чеченоговорящие группы, вот такие тоже были. Ну, духом Дархдюч по этому поводу. И у них были большие полномочия. И большой вероятностью, что они хотели вот там поставить своего человека на правах версии. Сотый раз повторяю, если что. Хамзат Гилаев, сильный человек не бывает жестоким. Абсолютно с тобой согласен, Хамзат. Альпес Мантибус. Неужели в окружении Рамзана нет людей, у которых есть совесть? Неужели никто не может ему указать на то, что он переходит границы? Ну, тот, кто мог указать, их уже нет в живых, остальные подчинились. Подчинились. Они уже повязаны кровью, понимаете? Когда ты уже переходишь эту грань, ведь в грань эту уж перешел Ахмад Кадыров, когда ездил к Путину, когда еще война не началась. Давайте я вам покажу, что говорит в новостях. Конечно, это русские новости, поэтому будем делить на два. Но давайте послушаем просто, что было. И скажите сразу со звуком, если, а то я опять здесь что-то может... Я мог что-то намудрить. По-моему, да, звука нет, звука нет. Вот тут мне написали звук нормальный. Звука нет, звука нет, звука нет. Сейчас, что-нибудь придумаем. Сейчас мы что-нибудь придумаем. Давайте сейчас, скажите, сейчас какой звук. Был сторонником Джохара Дудаева, и сейчас его позиция по чеченским событиям часто не совпадает с официальной. Но он начал диалог, и федеральные власти поддерживают эту инициативу. Российские правоохранительные органы намерены обеспечить безопасность Ахмад Хаджи Кадырова и других добровольных участников переговоров. Об этом сегодня заявил представитель ФСБ генерал Александр Жданович. Он подтвердил сведения о том, что в Чечне создается группа захвата, которая... Так, давайте тогда. Ничего не слышно. На видео тихо, если слышно. Алиш, как со звуком? Давайте я сейчас включу. Ахмад Хаджи Кадыров объявлен в Чечне предателем века. Накануне поздно ночью в Грозном президент Чечни Аслан Масхадов заявил на экстренном заседании чеченского парламента, что отдал приказ на задержание Кадырова, который, по словам Масхадова, сделал все, что было в его силах для российского вторжения в Чечню. Я напомню, что муфти Чечни стал первым, кто с чеченской стороны начал переговорный процесс с федеральными властями. 2 недели назад жители Гудермеса делегировали Кадырова в Москву. Он встретился с премьером Владимиром Путиным и обсуждал с ним ситуацию в Чечне. Власти говорят, что муфти трудный партнер для переговоров. Он был сторонником Джохара Дудаева, и сейчас его позиция по чеченским событиям часто не совпадает с официальной. Но он начал диалог, и федеральные власти поддерживают эту инициативу. Российские правоохранительные органы намерены обеспечить безопасность Ахмад Хаджи Кадырова и других добровольных участников переговоров. Ну вот, короче говоря, он перешел, его Масхадов назвал предателем века. Мне очень интересно читать ваши комментарии, ваши версии. Пишите, очень интересно, потому что я не разобрался. Звук супер. Ну все отлично тогда со звуком. Так, сейчас я буду читать ваши комментарии, и после эфира обязательно тоже буду читать, потому что я хочу и для себя понять, да, мне тоже очень важно. Так, давайте посмотрим сам момент уничтожения Кадырова.
Вот это Исаев, вот это генерал Баранов, это Кадыров, это Алханов. Барану оторвет ногу, он сидел рядом, видимо, вот это и есть левая нога у него будет оторвана. Исаев погибнет, ему попадет осколок в шею. Это вот сейчас буквально с секунды на секунду произойдет взрыв. Ему попадет осколок в шею. Еще там будут погибшие, о них, правда, почему-то не говорят. Говорят только вот про этих главных фигурантов. Осмотрели! Дальше! Народ, смотрим, нет народ. Смотрим! Ну вот, место взрыва показали. Так, короче говоря, не стало главного предателя. Сейчас я вам покажу еще одно видео, чтобы у нас было представление. Это первая встреча Путина с Рамзаном Кадыровым после уже гибели Ахмада Кадырова, после уничтожения своими же, как мы уже определили, своими же. Побежденным, об этом заявил сегодня Владимир. Ахмад Кадыров ушел из жизни непобежденным, об этом заявил сегодня Владимир Путин на встрече с сыном погибшего президента Чечни Рамзаном Кадыровым. На протяжении 4 лет, последних 4 лет, президент Чеченской Республики Ахмад Хаджи Кадыров достойно и мужественно исполнял свой долг перед своим народом. Это был по-настоящему героический человек. Всей своей деятельностью он самым убедительным образом доказывал, что нет и не может быть никакого знака равенства между
бандитами, террористами и целым народом. Фактически все эти годы он прикрывал собой и Чечню, и чеченцев. И уверенно вел свою республику к мирной жизни. Ахмад Хаджи Кадыров ушел из жизни 9 мая, в день нашего общенационального праздника, в День Победы. И ушел непобежденным. Выбор, сделанный чеченским народом, это сознательный выбор. Кадыров Ахмад Хаджи родился в 1951 году в Казахстане. В 1957 семья переехала в село Цинтарой Курчалоевского района Чечни. С 1994 по 2000 годы был муфтием Чечни. В октябре 1999 объявил Гудермесский и Курчалоевский районы территории, свободной от ваххабизма. Сыграл ключевую роль в мирной передаче под контроль российских войск Гудермеса. 12 июня 2000 года назначен главой администрации Чеченской Республики. В апреле 2002 возглавил Государственную комиссию по разработке Конституции Чечни. 5 октября 2003 при поддержке 81% избирателей был избран президентом Чечни. В соответствии с Конституцией... 81% проголосовало за Кадырова. За Рамзана больше было, считается. У этого чуть-чуть совесть, видимо, была. Так. Давайте почитаем ваши комментарии. Так. Будет неполным видео, если мы не предоставим слово Шамилю Басаеву, который тоже говорит о Ахмаде Кадырове. Давайте его тоже послушаем. И потом перейду к вашим вопросам, к вашим темам. А кто такой Рамзан Кадыров? Я такой человек, до 2001 года вообще Рамзан не слышал Кадыров. Я знал Люлю Кафырова. Что Люлю по-чеченски означает мундштук. Человек, которого зовут мундштук, соответственно, цену имеет. Он может говорить что угодно, но у нас сейчас по этому поводу Чечне говорят, поросята хрюкает, джихад идет. Пусть этот поросенок хрюкает, посмотрим, кто кого убьет и что будет. Единственное, что мне нравится и с чем я согласен с его отцом, так это он выдвинул лозунг, дал пусть победит справедливость, правда. Вот это я поддерживаю. Пусть восторжествует правда. А среди у людей довольно много тех, кто воевал раньше на этой стороне. Не означает ли это, что подразделения Кадырова, они более эффективны, поскольку лучше знают обстоятельства, мест, людей? Честно сказать, они на нашей стороне тоже не воевали. Тот же этот Кафыров, где он воевал? Одно место, скажи. Это люди, которые бегали вокруг войны, в ту войну, в эту. Некоторые с самого начала уж некоторые, но люди и по складу характера разные, и по степени богобоязности люди разные. Аллах одинаковым никого не создал. И многие туда вначале стремились, вначале и насильно их туда заставляли, потом многие туда стремились в надежде обрести хотя бы мнимую защиту именно от российского беспредела. Но если собака раз на цепь села, ее не спускает, поводок всегда укорачивает, чтоб сильнее. Чтоб сильнее лаяла, говорит Шамиль Басаев. Давайте перейдем к вашему вопросу. Так, еще я вам покажу одно видео и все. Тоже очень интересное.
Тоже здесь Шамиль Басаев и Ахмад Кадыров. Мы будем захватывать, удастся Владивосток захватим, удастся Хабаровск захватим, Москву захватим. Это первая русско-чеченская война, и Ахмад Кадыров, как вы видите, сидит рядом с Басаевым. Мы будем воевать до конца, и никто нас, кроме Аллаха, не остановит на этом пути. Правда ли, что вы раньше сказали, что каждый чеченец должен убить 150 русских, чтобы попасть в рай? Нет, я говорил в 95-6 году, призывал чеченцев убивать столько, сколько вы можете. Я не говорил 100, 150, 200, я говорю, сколько можете. Я тогда призывал к джихаду, так что это тоже не секрет, но 150 я не говорил. Теракт в Грозном 9 мая унес жизнь президента Чечни Ахмата Кадырова и еще 3 человек, как сообщает новостное агентство ИТАР-ТАСС. Ахмад Хаджи Кадыров достойно и мужественно исполнял свой долг перед своим народом. Это был по-настоящему героический человек. Рамзан Кадыров сегодня официально вступил в должность президента Чеченской Республики. Торжественная церемония инаугурации прошла в его загородной резиденции под Гудермесом. Полпред президента России в Южном федеральном округе Дмитрий Казак вручил ему удостоверение главы республики и зачитал поздравления Владимира Путина. Так, это вам тоже нужно было обязательно показать. Ну, поехали теперь к вашим вопросам, к вашим комментариям. Так, если кто писал комментарии, пожалуйста, перескопируйте и повторите их. Будем сейчас обсуждать это все. Так, начинаю с самого конца. Так, Вольф Аснахат Тарду Цухена Хинсвай Дин Цани Лоузуш и Хумшах Асна Масхат Доку Умара Шамиль Басаев Цахет Хильдол Хумшах Цухен Qiycham Цахилюш Qiycham Цахилюш Беш Хинсвай Qiyt Дулуш Дерг Qiych Дерг Хинсвай Qiyt Дулуш Дерг Qiych. Я не совсем понял, конечно, все, что ты говоришь, но Цахет Хильдол Хумша Цухен Qiycham Цахилюш Цацбеш. Я, знаете, что считаю? Я считаю, что от курса Джохара Дудаева, который, ну, скажем так, намного лучше знал Россию и вообще человек, который был отличником, окончил высшие военные учебные заведения. Масхадов тоже там учился, ну, Дудаев Генштаб, Академию Генштаба окончил, знал все секреты, знал всю кухню, и он в этом плане, на него не оказывалось вот это религиозное давление. Тогда в религиозном плане вот эти разные экстремистские такие радикальные формы, они у нас не были. И я слышал, что такие вещи говорил, что Дудаев сказал, типа, что я буду делать с этими людьми, с воинами, которые уже столько лет воевали, и они на руках имеют оружие и опыт ведения войны. Да? Когда человек убивает, для него это уже не проблема. И это навсегда с ним остается. Да? Именно поэтому Путин вот этих всех, кто воевал в Чечне, отправляет там в Грузию, потом отправляет куда-то в Африку, в Сирию, Украину и так далее. И всегда так было. Всегда Россия куда-то отправляет этих людей, потому что они умеют убивать. И они, это уже их жизнь становится другой, это другие люди. У Дудаева такой проблемы не стояло. До войны, до конца войны он не дожил. А эта проблема стала перед Асланом Масхадовым. И Аслан Масхадов пытался всячески как-то из этого как-то вырулить. И мы помним, что очень радикальные были все. Все, давайте признаем, мы попались на эту пропаганду. Ну, все имеется в виду, конечно, не все же, но большая часть вот. И велась работа, пропаганда велась, и
И была вот эта проблема, она и есть и сейчас. Правда, сейчас ее очень легко опровергнуть, да, на нет спустить. Сейчас, если ты заявляешь, что ты очень религиозный там, и ты должен попасть в рай, то никаких проблем сейчас пойти и попасть в рай, они сами зовут, приезжайте там и так далее. Поэтому все, кто там призывает там каким-то радикальным вещам, после геноцидного народа, пережившего геноцид народ, это чистой воды провокации, и им легко сказать: не живи здесь, езжай и делай. И на этом заканчивается весь спор. Да? Они, только на языке они воины и радикальные. И многие поняли, что биться головой об стену это бесполезно. Поэтому в этом плане они отошли немного от пути Джохара Дудаева. Джохар Дудаев в Конституции, которая на самом деле была честной, в отличие от кадыровской, русской, которую нам дали, и вот сейчас вы слышали, Кадыров сказал, что они говорят, в новостях сказали, что Кадыров возглавлял комиссию по Конституции там, и так далее, и так далее. В той нашей Конституции, которая у нас была установлена нашим государством, основной наш документ, в ней мы являемся демократическим правовым государством. В 1997 году были внесены изменения в нашу Конституцию, и изменения не касались самого строя, но она упоминается, что там ислам это доминирующая основная религия Чеченской Республики, что я считаю должно быть абсолютно верно, должно быть, но я бы хотел бы, чтобы к 1992 году мы вернулись. Но если это на законных основаниях, в 1997 году эти поправки внесены в эту Конституцию, то в этом я тоже ничего страшного в принципе не вижу. И вот и нами сейчас манипулируют этой религией, пытаются нас как-то подвинуть, объяснить нам то, что нам надо сражаться со всем миром и так далее, и так далее. Ну, короче, дурдом нам предлагают. Вот как-то так, если я правильно понял твой вопрос. Так, Хамзат Гилаев. Видом сумич качтях эл ютин шамилин. Видом сумич качтях. Дели уксо воронсон ойлеш. Так, я перемотаю, друзья. Так, был Абдулмалик ночью. Аслан Масхадов был обессилен распуском президентской гвардии. Да, Аслан Масхадов было... Я знаете, что еще, на что обратил внимание? Ну, это по российским новостям было, но, по-моему, никто из тех свидетелей ни в комментариях, нигде я не видел, что это отрицал, что наше руководство, все без исключения, кто там были, начиная от Закаева, Удугова, Басаева, Яндарбиева. У Яндарбиева была там своя там какая-то власть, он там налаживал отношения там с восточным миром, там Басаев говорил: сделайте меня там премьер-министром, и я там наведу порядок. Ну, вот такие вещи были. Я хочу сказать, что да, конкуренция должна быть, абсолютно я не спорю, никого за это не виню. Но мы только геноцид пережили. Мы могли вокруг Аслана Масхадова объединиться. Неважно, пост-биюиз. Понимаю, конечно, это очень хотелось, там, историю, там, все такое. Но это же не самое главное, если воевали ради... Столько потеряли ради достижения этой цели, то был бардак, короче говоря, который я вот не соглашаюсь. Особенно. Но с этим в корне нельзя соглашаться. В корне. Что было, и это
Мицаева Рубати, единственный, кто был рядом с бойцами сопротивления после Джохара, был Ендербиев. Так, ну, Масха дома, Вали, там Рубати, мне кажется. Так, Джохар Дудаев. Не забываем ставить лайки и подписывайтесь на канал Реалити. Микрокроп. Басаев, Гилаев, Авторханов и другие — это самые настоящие войны. Таких больше не будет. Будет, да, Алмула. Будет, были, и я тебе скажу, есть такие ребята, которые выжили в этой мясорубке. Да, это были известные первые наши лица, это лучшие из лучших, но они не единственные. Они, да, Алмула, и еще будут, да, Алмула. Чечня всегда была способна таких, взрастить таких сынов. Аллах азот обалду эльцер. Массера, Басаеви, Гилаеви, церт Мелхил, Цанди бийца дахняцу тами айравал, лакеланчуна. И Джимбер, Цабех боштол, Цу Басаевил, Цу Гилаевил, Десхитсун, и Диндол, Азрасхшвай Диндол. Цер Массера газот обалду эльцер. Алдех албойлиш. Так, я опять перемотаю, друзья. Тема интересная, я смотрю, поэтому вы пишете много. Так, Аслан Лорс, мы можем долго спорить о деле, но все должны прийти к одной цели. Все будет Ичкерия. Да, Алмула, да, Алмула. Так, Тойзен, Ванкуза, Тойзен, они из-за своих амбиций отошли от цели, поэтому был бардак, Тойзен. Да, Тойзен, вот это $10, мы должны признавать свои ошибки. Если мы их сейчас не будем признавать, если сейчас то же самое происходит, сейчас идет имитация такой деятельности, что, ну, и да, она такая вялая очень, да, такое, ну, хитерш-моттерш, да, дух-длил, давай, не быть, а слыть, вот таким занимается, и отходит от цели, а если деньги это, власть это, там, эго это уже не цель, которая нас приведет к народу. Ты уже служишь не народу, если ты служишь эго, деньгам, власти. Это очень сложные вещи, которые нам нужно будет решить. Вай дайт решдала, вай и решить да дизерду, и решить да лурдул шумаду, ну и решить да дизерду, ёмш, и решить да дизерду. Так, почему комиссар ООН попытка молчит? Шуберт Робин. Не знаю. Так, смотри. Ассалам алейкум, вежари Заза Гагимаджос. Заза Гагимаджос, приветствую тебя. Мицаева Рубати, ночи. У одних Путин, брат, у этих горе-патриотов Шмаков, Навальный. Так. Идувай Галдаллаг, Цадийцер. Надо говорить, говорит Тойзан. Да, я тоже считаю, что нужно говорить, нужно четко расставлять акценты. Народ у нас не глупый, далеко. И вообще, ни один народ не глупый. Да, его можно дурачить, какой-то народ больше, какой-то меньше. Но он начинает понимать, даже русские, посмотрите, если они сейчас, у них взорвали дома в 99 году, вот канал «Редакция» есть такой на ютубе, Пивоварова. Там мне этот фильм, который понравился, там очень интересно, там не до конца правда, но он в России находится, там и так далее, сделаем скидку на это. Но мне больше всего понравилось в этом фильме комментарии, которые там были. Я сделал для себя вывод, что русские все знают, их как бы их не дурили, представьте, нас устроили над нами геноцид. Эти 21 год идет массированная пропаганда, что это сделали мы. Это уже все, это утверждено, забетонировано. При всем при этом русские знают, вот зайдите на этот канал, посмотрите.
они знают, я сделал вывод, что они все это прекрасно понимают. И поэтому, как кто-то там сказал, можно дурачить весь народ какое-то время, там, небольшое время, можно дурачить часть народа длительное время, но нельзя весь народ всегда дурачить. Нельзя так. И нас нельзя дурачить. Да, есть необразованные, есть там это, но это не важно. Твое образование на восприятие ложь или правда для анализа элементарного, оно вообще не... Есть умные люди, а есть образованные. И не всегда это одно и то же, далеко. Поэтому мудрый рам хитсу. Валлахи хит, искренне сум. Аллах азгаским атлацу олкис, чтобы мудрый дуя, любой пар, любой мастер, массарел дикхульшук. Мастер. Темлу массарел дикхульшу. Нэн массарел дикхульшу. Кант шиндеец нэнц массарел дикхульшу. Масуманте хульшвегуй, как говорил Дудаев, дикция хульшвега, козырный мерзавец хулуоларицу. Иш наша хулой, конечно же. Ишам гушма дуевай. Иза вайн хилдишдер. Вайн дал бин бика мукурал вессандель. И цацумш лилдиндель. Дукухумш лилина, цамагден долхумш дуй. Лилда еще долхумш. Вайнохчка дохш долхумш лилиной. Но лилина эссенс вахкит дис. Дальше нужно развиваться. Поэтому мы должны понимать, что мы должны говорить правду. Вот нам не хватает правды. Чистой правды, честной правды. Открыто, что бы ни случилось. И люди понимают, люди должны видеть это все. И люди поймут. Да, мулла. Несмотря ни на что. Мы выберемся из этой каши. И уже выбираемся. И уже ситуация меняется. Не знаю, сколько это может занять время. Но оно будет меняться. И оно обязательно поменяется. Но мы должны говорить как есть. Были ли ошибки? Да, при всем уважении к нашим лидерам. Наверное, нет ни одного человека на этой земле, который так восхищался Шамилем Басаевым, как я, например. Я его считал просто непогрешимым. И в Буденновске, когда он был, и после, и потом это. Но когда Галч Дильдул Дельч, уже не хочется верить сердцем, да, что это возможно. Но ты понимаешь, что адам мадхили из-за сосан адам мадари из-за суалдик адам дари дам, но адам даркис. Ладно. Поехали дальше. Крокоп. Асан, как ты думаешь, можно мирно гнать в шею КРА и всю его шваль, и только свержение диктатора силой? Я за то, чтобы мы только мирно. Смотрите, есть концепция обусловленной независимости. Да, есть вещи, которые из этой концепции можно сейчас, исходом времени, что-то изменить. Но на сегодняшний день, она написана там уже сколько, 20 лет назад, 15 лет назад, она актуальна, там эти тезисы, которые Министерство иностранных дел Чеченской Республики Ичкерия, который на тот период времени возглавлял Ильяс Ахмадов, написана эта концепция. Она не идеальна, не совершенна, ее надо дорабатывать, ее нужно дополнять, да, как-то еще с учетом много времени. Но у нас есть возможность бескровно перейти на этот этап, как это произошло в Югославии. Именно по сценарию Югославии это и сделано. Для этого нам нужна помощь международного сообщества. В противном случае, российские спецслужбы нас не оставят в покое. Когда мы зайдем туда, мы сами, чеченцы, будем
делать то, что делали с нами. Но даже если мы сделаем 10% то, что с нами они сделали, это будет страшное кровопролитие. Страшное. Будут даже невинные погибать, страдать из-за этого. И мы знаем, что это так будет. Мы это все прекрасно знаем. Поэтому нам нужно, чтобы было международное вмешательство, чтобы у нас был суд перед тем, как мы кого-то накажем. А не так выскочил, там взял братьев, Даулдаш, братьев, кузенов, Даулдаш, пока есть возможность, сейчас тому там голову снесем. Это категорически нельзя делать. Мы должны действовать в рамках закона, в рамках нашего закона, который не противоречит ни исламу, ни международному праву. И нам нужно вот этот способ поддерживать. Если же мы договариваемся с русскими, ну с русскими мы так и так будем договариваться, но без международного вмешательства, допустим. Допустим, сейчас Путина сменили, пришли какие-то демократические силы в России, и их поддержал Запад, там все такое, вот пришли эти силы, и эти силы начинают с нами разговаривать. Давайте договариваться, мы хотим убрать Кадырова, Кадырова убирают там и так далее. Вот в этот момент, во-первых, спецслужбы не отстанут, какие бы демократические силы ни пришли. Во-вторых, у нас будет резня. Те будут огрызаться, мы будем их сносить. И это будет не вне рамках закона. Поэтому нам нужно это делать только лишь в соответствии с международным правом и при помощи международного сообщества. Только так мы сможем избежать крови и по справедливости всех судить. Самое главное. Ведь убийца какой-нибудь, его сын погибнет, пострадает, там выскочит какой-нибудь, у которого убили 10 человек в семье, которому нос, глаза вырезали эти нелюди. Он выскочит и убьет сына этого человека. Или тот уже мертв даже. Он пойдет и убьет сына, внука, племянника. Шичирцаяш. Не суес. Ночи динци, но мусал динци, низамти. Ватинис. В соответствии с исламом, в соответствии с международным, он не прав. В соответствии с человеческим пониманием, мы все понимаем, что он, конечно же, у него это просто очень смягчающее, оправдывающее обстоятельства. А убийца непосредственный какой-нибудь там, супер убийца, который убил 20, 30, 50, 100 человек, которого российские спецслужбы вывезут в Россию, еще что-то сделать, подтасуют факты, чтобы вывезут там какие-нибудь документы. Этот человек может уйти от ответственности. А равносильно тогда это будет? Не равнозначно это будет? Нет, конечно. Невиновный человек погибнет, да, его там родственник кто-то там совершал преступление, но сам он невиновен. Я, например, не могу отвечать там, ни за отца, ни за дядю, ни за кого. И также и за меня не могут отвечать там, да, если я что-то буду творить. Поэтому бескровно или с минимальными какими-нибудь там волнениями, потерями народу, пережившему геноцид, нужна международная поддержка, международная помощь. Деньги нужны, юристы нужны, технологии нужны, много что нам нужно. И в соответствии с этой концепцией обусловленной независимости мы смогли бы пройти вот этот период бескровно или минимальной кровью. В противном случае чеченский народ будет разделен на две части, потому что сейчас в структурах оккупационных, вражеских структурах, к большому сожалению, у каждого есть кто-то родственник, кто работает. У каждого. Их тоже будут убивать. Вот они сейчас думают, я ничего не делаю, там работаю где-то там ППСником, или где-то следователем, или еще что-то, в суде работаю там. Их тоже без разбора начнут.
Хотя они тоже, ну, смерти, по крайней мере, они не заслуживают, да, они преступники. Они приступили. Ну, поэтому нужно как-то это делать, как-то это нужно делать так, чтобы это было грамотно, умно, мудро. И я вижу только этот выход. Почитайте эту концепцию, можно будет ее в следующих стримах еще обсудить. В прошлый раз я ее так вскользь сказал. Ее можно обсудить. Я не хочу сейчас заниматься этой концепцией. Просто мы должны это знать, потому что Закаев сказал, что нет, там концепция, там туда-сюда. Он не хочет этого делать. Я не политик, но я человек размышляющий, думающий. Поэтому и я свободный человек. Я могу говорить, что хочу, когда захочу. Поэтому мы можем это обсудить, и нужно это обсудить, посмотреть, как это будет выглядеть. Как это не моя концепция, я ее не писал. Ну, как-то так, как-то так. Будем надеяться, что обойдется. Так, первый враг всех народов и религий в России и Средней Азии — это НКВД, КГБ и ФСБ. Не президент России решает политику, а именно эта гнилая ФСБшная контора. Полностью с тобой согласен. Абсолютно это так. Абсолютно это так. Первая и всегда была. Бандармия выполняла всегда приказ этой КГБшной организации. И власть уже много лет владеет в России, вот эта гибня заведует. Лунный свет. Взрыв Кадырова помог русским разобщить чеченцев между собой, настроить друг на друга, ведь они боялись консолидации чеченского народа. Ну, можно с этим немножко согласиться, но сам переход Кадырова на сторону фашистов, это уже был раскол. И этот раскол был всегда в чеченском обществе. Вот предатели, которые были, они всегда среди нас были, к большому сожалению. Как в любом народе они есть, но мы должны это все пройти. Так. Кадыров в Ичкерии такой же президент, как клоун Зеленский в Украине. Что, Асан, ты думаешь относительно моих слов? Нет, я не согласен. Категорично, конечно же. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Во-первых, при международных наблюдателях в Украине прошли честные выборы, и Зеленский, при том, кем бы он ни был, и я его не считаю вот таким человеком, хотя клоун — это его профессия, которой он занимался ранее, юморист, клоун — это веселить людей, это хорошее, ничего плохого в этой профессии я не вижу. Он избран украинским народом. Он никогда не предавал свой народ, да? Он никогда не убивал свой народ, он открыто не переходил на сторону врага. Кадыров такой же клоун, ну, вернее, не такой же. У Зеленского был большой шоу-бизнес, у него хорошо это получалось, и он профессионал в этом деле. Он клоун-любитель, Кадыров, массовый убийца своего народа, преступник, изменник родины, предатель, и все плохое в нем есть. В отличие от Владимира Зеленского, абсолютно безграмотен. Владимир Зеленский говорит на украинском, на русском, на английском языках. Рамзан Кадыров еле-еле говорит на чеченском и еще сложнее по-русски. Поэтому не согласен я сравнение Зеленского с Кадырова с Зеленским. Так. Фриман, антипутинист. Чеченцы не хотят развития событий в Чечне после деоккупации по иракскому сценарию. Они хотят стать частью международного сообщества и жить в современном государстве. Именно так и никак иначе, потому что по-другому мы опять обречены на кровь, на страдания. Саджим ахитивайцу нахчу омах. Саджим мал лардайвай нахчу ам.
Биновать вам, мы доказали, эти 300 тысяч погибших и сражавшихся, да, здесь в Европе есть раненые, есть части тела, которые потеряли, есть на этой войне здесь в Европе. Эти люди, до конца выполнившие свой долг, они не просто так это делали. Эти погибшие, Масхадов, Басаев, Дудаев, все эти тоже, это не напрасно все. Все эти жертвы, они не напрасны. И мы добились, наша идея победила. Да, территория оккупирована. Может, это кажется как-то странным, да, но это абсолютно не имеет значения. Мы как государство состоялись. Мы сделали все, что делает любое государство. И оно у нас будет. Я вам клянусь, оно у нас будет. Оно абсолютно 100% чеченское государство будет освобождено, оно существует, оно будет освобождено, и мы будем жить. Так, и мы не будем воевать. Да, кто хочет воевать там, помогать там рыть колодцы, ехать, там воевать где-то там в Судане, еще где-то в Сомали поехать. Пожалуйста, границы у нас будут открыты. Можно будет выезжать и уезжать куда угодно. Но чеченский народ должен созидать, растить детей, мальчиков, девочек, развиваться, умножаться, приумножаться, создавать своих ученых, создавать своих роботов, компьютеры и так далее, и так далее. Еще много-много чего нам предстоит сделать. Мы воевали не потому, что мы супервоины. Хотя мы супервоины, как оказалось. Чеченцы оказались супервоинами, да? Не будем всех говорить, но достойные воины у нас оказались. Мы воевали, чтобы отстоять свою государственность. И вот эту государственность мы отстояли. Идея Ичкерии, идея свободного, независимого чеченского государства победила. И мы все, которые здесь в Европе, которые это обсуждаем, которые переживаем, этому живые свидетели. Мы подтверждение этому. Поэтому мы победили. Идея Джохара Дудаева, идея, которую говорил впереди равный среди равных был Джохар Дудаев, который озвучивал идею, многовековую идею чеченского народа, она победила, и в этом нет ни малейшего сомнения. И дело за малым. Деоккупация нашей страны, которую, как мы сделаем, вот это уже другой вопрос. У нас есть все основания это сделать в соответствии с международным правом. Но я не вижу работы, которая ведется. Я не вижу работы, которая должна вестись на протяжении этих 20 лет. Я не знаю, что было здесь 20 лет назад, здесь в Европе. Но имея колоссальные связи, имея представительство в разных международных институтах, ООН, ОБСЕ, там, где мы только не были, куда только нас не запускали, кто только с нами не разговаривал. Но сейчас работа не ведется от слова совсем, именно вот в политическом плане. Но она будет вестись. Молодежь растет, все это будет. И мы таким способом, в соответствии с вот этой концепцией, мы все равно придем к этой концепции. Я в этом практически уверен. Рэск, что они войца барт бацабиз. Рэск, что барт муба бизи, хинц Украина ну муба барт. Юг и Германии, Франции, вот хинц Америку узящу. Ишт бабизуй рэск барт. И барт бешаться лилеште гушту. Кица рэск, что ахойшен там Масхадов с Ельцин с договоря здесь. Ца ом хилаться диз. Масхадов волча, Ельцин волча, цик аж Меркель лари. Цик аж Макрон хиляри. Цик аж Байден хиляри. Цугайна, минуш бориш. Клинтон вари, кивар. Это было бы совсем по-другому. Ишт да диестяр скамел. Рэскша, цатишам ба, цэхилищаят. Цэ цана эгу. Ишт калдиш ду. Так, давайте, господа, почитаю ваши комментарии. Наш стрим заканчивается уже. Дима Бимбан почти потерял Дима.
Почти 2000 лет евреи говорили друг другу: в следующем году встретимся в Иерусалиме. Ичкерия есть и будет. Аслан истину говорит. Полностью согласен, Дим. Спасибо тебе за поддержку. Абсолютно с тобой согласен. Да, вот. Давайте возьмем пример у других. Мы не одни такие, которые долго бились за свою свободу, долго добивались своей свободы. Мы не одни. Да, у нас свой путь, у других свой путь. Но евреи 2000 лет к этому шли. И вот я слышал то, что сейчас Дима говорит, что каждый год они говорили: встретимся в Иерусалиме. Встретились. И все, в этом нет ни малейшего сомнения. Это часть нашей культуры. Мы так и вот Машовель. Это же не просто так произошло, что мы говорим: приходи свободным, уходи свободным. Свободно это не значит беспредельщик, что ты делаешь свободно все. Это свободно, ты живешь по своим законам, да? Общечеловеческим законам, которые принимаешь. И ты сам принимаешь решения. Сам ты выбираешь себе руководителя, как было сотни лет на Кавказе, у нас, в нашей стране. Мехкел был, совет был, это парламент был. Это парламент, сегодняшний парламент. Вот Германия точно так же, это парламентская республика, федерация, Германия, федеративное государство. И мы также жили 200, 300, 500 лет назад, 400 лет назад, 1000 лет назад. Мы так жили. И мне не нужно, чтобы кто-то приходил и мне говорил, что вот давайте вы будете жить так, как я хочу. Нет, мы будем жить так, как мы хотим. Не мешая никому, не противоречия международному праву и так далее. Встретимся в следующем году и что-нибудь придумаем. Встретились и придумали, говорит Владимир Абиной. Так. Освободилась. Громкий. Спасибо, Аслан, за твое мнение, но, к сожалению, за 2 года ты не смог увидеть в Зеленском еще более опасного врага для Украины, чем Кадырова для Чечении. Хотя, может, тебе это и не нужно. Ну, я скажу честно, я не слежу вот за внутренней политикой. Я пытаюсь вообще не лезть в эти дела. Я знаю, что украинский народ очень мудрый народ. У вас есть защитники, вы молодцы. Я вами горжусь, поддерживаю. И я думаю, вы разберетесь. Но просто все равно он не хуже. Он не хуже этого Кадырова. Мое мнение. Шуберт Робин. Мы будем воевать в университетах всего мира за знания. Да, Аль-Мула, иншаллах, да, Аль-Мула, мы будем воевать за знания в университетах. Совершенно верно. Отличный лозунг. Отличнейший просто лозунг. По-любому, царит омца бичвай, мекшмадати, от книг шбир выходит омтах. Ой, нощан, давай, гольча, царит мохокста, ишь камелцы бичвай, мекшмадати, давай ишь бир выходит ом, короче. То есть хотят жить в мирном государстве без ваших штампов. Чеченцы хотят жить в шариатской Ичкерии, гробовщик understand. Чеченцы хотят жить в том государстве, которое оно уже существует. Ребят, если вы хотите изменить какой-нибудь государственный строй, вот, например, вы живете, наверное, в Европе, да, Ундертакер, наверное, гробовщик Ундертакер. Вот ты, наверное, живешь в Европе. Измени конституционный строй в той стране, в которой ты живешь. Оставь нашу страну, многострадальную, в тяжелом положении находясь. Ты знаешь, что ты не сможешь, ты так только начнешь менять, тебя посадят. Вот то же самое произойдет со всеми, кто будет посягать на конституционный строй Чеченской Республики Ичкерия. Только так и никак иначе. Да, убийство – тяжкое преступление. За это должны наказываться, и в этом никто не спорит. Но изменить конституционный строй Чеченской Республики – это такое же тягчайшее преступление. За это тоже нужно будет. У нас будет спецслужба, которая здесь спецслужба называется Фафацунгшуц. Защита конституционного строя. Вот у нас будет наша спецслужба защищать конституционный строй. И вот у нас есть никто не против шариата. Никто. Но в соответствии с Конституцией Чеченской Республики Ичкерия.
Так, Чечня не Россия. Чечня будет светским государством, а тот, кто не согласен, пускай живет в шариатской Европе. Фриман антипутинизм. Аслан, прекрасная и трезвая оценка ситуации. Удачи. Баркал, Фриман антипутинизм. Твое мнение, твоя такая высокая оценка для меня лестна и приятна. Баркалом. Союз ЕС, НАТО, США. Никакой России. Абсолютно верно, Ури-Ури. За знание Маша. Так, вот мы сейчас в правильном направлении уже мыслим и говорим. Аслан, как думаешь, если от имени чеченцев, которые за свободу, и те госслужащие, и те за Эмират Кавказ и так далее, встретятся и обсудят наши дела, это хорошая идея? Это отличная идея. И мы только так можем прийти. Смотрите, мы не говорим про предателей. Предатель есть предатель, ему нет никакого оправдания, и он останется таковым, да, пока он не раскается, и даже если он раскается, в соответствии с нашим законом, он должен нести за это в части наказания. Но мы запутались во всем. Надо признать, что против нас велась огромная пропаганда. Пока мы это не признаем, мы не разберемся. Одна из точек, которая вела эту пропаганду и высосала молодежь пылесосом из этой Европы, это Кавказ-центр, который я постоянно читал, и я могу засвидетельствовать, что сейчас они очень изменились. Они даже сейчас про конференцию Закаеву, которую правительство провело, про нее даже написали. Это ярые враги, никогда про Закаеву. Видя какой-то ветер там подул, уже я даже удивляюсь, там, да, про Закаева там что-то проскакивает. Хотя на их сайте Закаева приговаривали там к смерти. Эмилиор Астемиров или кто был этот, которого убили, по-моему. Так вот, мы все братья. Валлахи, вайдам это гмабац. Вай почалки что-то. Отсун. Я хочу, я буду, мое Бога, это никуда не годится. И вообще мечтать. Мы должны все, Эмират, Кавказ, они признаны террористическими. Вот сейчас в Европе она признана террористической организацией. С ними разговаривать, с одной стороны, Эмират, кто представлял или представляет до сих пор, они говорят, что не нужно разговаривать там с демократами. Демократы говорят, не нужно разговаривать с эмиратчиками, потому что бесполезно им что-либо объяснять. Но, как сказал Хусейн Исханов, мы не должны бартлах, мы не должны бартба безвол, барта зучуни мэрчуни кабабишбу. Мы должны в соответствии с законом жить. Это должно быть у нас у всех, мы должны весь наш народ обучить этому. Понимаете, что мы живем в преступном фашистском сейчас государстве, оккупировавшем нас. Поэтому мы считаем, вообще не уважаем закон. Это вообще несерьезно даже. Если ты уважаешь закон, над тобой смеются. Мы должны соответствовать, вот Конституция есть. Она не противоречит Корану, она не противоречит шариату. Она как есть, так есть. У всех в этом мире есть эта Конституция. Мы должны соответствовать с этой Конституцией, войти во все международные институты, во все международные организации, большие кабинеты, туда везде направить нашу молодежь. Мы работаем над этим, мы думаем над этим, мы придем к этому, нужно время, будем набирать молодежь, будем платить зарплаты этой молодежи, будем их везде расставлять. Работа ведется, и будут результаты. Так вот, мы должны сесть просто и сказать, все, мы поддерживаем Конституцию. Вот этому. И вот такая вот идея должна быть. Собираться, я считаю, что лучше всего собраться хорошо было бы, собраться ветеранам. Именно тем, кто эти тяготы войны на себе перенес. Они друг друга прекрасно все знают. Они знают, кто из них перешел на сторону русских, кто заигрывал с русскими. И я не говорю, что там надо как-то бессмертный был, умереть там. Кто-то вышел оттуда. Это вообще... Мы пережили геноцид, мы пострадавшие.
Иш дуай ук войну, ой бара, онры, войдук онры, онар чудо пострадать. Онар чуд бера, хуль цубеж, чуд дана, хуль зуда, хуль иша лазвеш, хуль халулоуш, хуль мацалоуш, это все было. Мы пострадали. И это не знаешь, что я говорил, онрал таялла. Ни в коем случае. Онрал дацайол, халулайч, даже хотсут агалваля дацайол. Предатели вал, я мартхалар. Хайнах байар, хайпачалха, духалва. И вот это уже преступление. А выехать сюда, спасти свою жизнь, это уже... Я за что? За то, чтобы ветераны собрались. Именно ветераны, кто именно воевал. Они все прекрасно знают. Вот они собрались, и вот они вынесли какое-то решение. Это одна из главных вот костяк, вот, который было бы хорошо собрать где-то. Секретная эта встреча будет там. Публично это будет. Я бы хотел, чтобы это было публично. Например. Они все, и вот они должны решать. Вокруг, вот сейчас Басаев говорит, они на нашей стороне не воевали, они вокруг войны ходили. Вот тот, кто вокруг войны ходил, их нужно чуть-чуть назад. А вот эти воины, вот эти, как я их называю иногда, рабочие лошадки, которые вот эту всю тягость войны на своих плечах перенесли, вот эти рабочие лошадки, они должны свое слово сказать. Они должны сказать. Кто рядом с Дудаевым был, кто рядом с Масхадовым был, наши депутаты, наши министры, которые не перешли на сторону врага, и кто не сложил, не сдался, скажем так, морально и так далее. Вот я бы хотел бы вот их объединить. И Марат Хулилевич, и Чкери, разница. Собрались, обговорили, где-то что-то прикинули. Ну, они много чего найдут сказать. У них, когда я в это входил, в эту историю, да, вот в это все разобраться, я знаю, что я ничего не знал. Я был просто в розовых очках. Я верил каждому слову там, и так далее, и так далее. Здесь очень все неоднозначно. Уже категоричным, как раньше, я быть не буду. Уже век живи, век учись, как говорится. Но есть люди, которые всю жизнь посвятили этому. Всю свою жизнь. И эти люди тоже должны свое слово сказать. Ладно. Их проблема, у них и большая проблема, они воевали. А этих воевавших России очень легко записать в террористы, каратисты там, и так далее. Так, вот они были молодые и совершали тоже и ошибки, и, наверное, преступления тоже. Поэтому в какой-то степени они в тени держатся. Но мы придем к этому. Они нам нужны. Без них, мне кажется, мы не сможем двигаться дальше. Потому что та преемственность власти, она заключается не только в первых лицах, но и вот в этих людях тоже. Даже может быть больше. Потому что Дудаев говорил, что да цари, то да царшун. Уж б цари, то да царь. Это абсолютно верное построение мыслей, которые Дудаев выражает. Дудаев очень четко умел выстраивать свои мысли, четко доносить. Абсолютно я согласен с этим. Короче говоря, это должны они делать. Мы правозащитники. Так, друзья, я думаю, на этом можно заканчивать наш стрим. Так, Зазу зачитаю. Так, он не ко мне. Мне Хамзат Гилаев, напиши Viber или WhatsApp. И наберу, поговорим и покажу много материалов, что весь Северный Кавказ на Азом Тауруле писал и что. Заза, я и Хамзата, и тебя призываю не писать друг другу. Понимаете, этот канал находится под постоянным контролем. Итак, я еще раз говорю, каждый раз я напоминал, и еще раз напоминаю, ваша безопасность находится в ваших руках. Да? Каждый отвечает. Я не смогу отвечать за вашу безопасность, если вы будете вот так. И от меня не уйдет эта информация. Но вы должны сами беречь себя. Поэтому не пишите ни вайберы, ни ватсапы. Соблюдайте меры предосторожности. Ваша безопасность в ваших руках. Прошу, у меня, я если буду видеть телефон, номер, я это буду удалять.
Так, друзья, давайте на этом закончим наш стрим. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете. Все будет Ичкерия, Даялмула. Следующий стрим будет или же в воскресенье сделаем на чеченском языке, или же в понедельник, как обычно, я выйду с Божьей помощью в эфир, Даялмула. Так что все будет Ичкерия. Дерес хуль, шун массерда, дал сидуэль, ночью оба массера шу. Всего самого хорошего. Ассаламу алейкум. Всего самого хорошего. До свидания. Все будет Ичкерия, генты. Саши Куевич.